Сегодня по стране отметили День радио. Именно 7 мая вошло в историю мировой науки и техники как день рождения радио. Так, первый в мире радиоприемник в 1895 году презентовал российский физик Александр Попов. Знаковую дату отметили наши коллеги, сотрудники Республиканского радио, рассказывает наш корреспондент Александра Охлопкова. За 85 лет существования якутского радио оно стало неотъемлемой частью жизни якутян. Спектр передач стал более разнообразным. Якутское радио предлагает познавательные, информационные, авторские, аналитические программы, способные удовлетворить требования широкого круга радиослушателей. За что мы любим радио? За то, что мы имеем возможность передавать это сию минуту, сейчас то, что происходит в мире, в республике, в нашей стране. Сердце нашего радио, конечно же, информационная служба, в которой трудится 11 человек. На волне 107,1 FM ведущие корреспонденты якутского радио не только держат слушателя в курсе всех событий, но и не упускают возможности дать ориентиры в различных аспектах многосторонней современной жизни. Алло? Да, здравствуйте. Республиканское радио. Вы готовы? Прекрасно. Сейчас запишем. Развитие радио в нашей республике связано и с именем Героя Советского Союза Николая Кондакова. Сегодня коллеги, ветераны, работники НВК САХА почтили память выдающегося якутянина. С радостью отмечаем, что с этого юбилейного года мы начинаем новую традицию. Каждый год 7 мая в сквере возле памятника имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова будет вручаться премия главы Республики Саха-Якутия имени Героя Советского Союза Николая Алексеевича Кондакова в области телерадиожурналистики. Сегодня в овальном зале республики вручили государственные награды отличившимся работникам отрасли связи. Их труд для республики с ее огромными расстояниями имеет особое значение. В Якутии ведется работа по расширению охвата населенных пунктов республики высокоскоростными сетями интернет, что позволило существенно улучшить качество связи. В населенных пунктах республики операторами сотовой связи строятся сети нового поколения. Ведется строительство станций цифрового и эфирного телерадиовещания. В общем, радио и в наше время не уступают свои лидирующие позиции. Александра Охлопкова, Иван Семенов, Гавриил Дьячков, НВК САХА, Якутск.